Китайские власти выставили на продажу тюрков уйгурского региона. Для этого была отснята циничная реклама. Стало известно, что китайские власти продавали молодых тюрков, получивших новые имена в рамках политики коммунистической партии по ассимиляции жителей региона. Журналист Мехмед Али Онел опубликовал рекламные ролики и объявления китайских властей со словами «Мы обращаемся ко всему миру. В Восточном Туркестане совершается геноцид». В объявлениях китайских властей утверждается, что в наличии много доступных рабов, самому младшему из которых 16 лет. По словам рекламодателя, так называемые рабы прошли антитеррористическую практику. Однако всем известно, что Пекин ассимилирует уйгуров и других тюрков под прикрытием борьбы с терроризмом. Всемирный уйгурский конгресс обратился в комиссию по этике Международного олимпийского комитета с просьбой отменить зимние Олимпийские игры 2022 года, которые должны пройти в Пекине. Жалобу, в которой указывалось, что решение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о проведении зимних Олимпийских игр в Пекине неприемлемы, передал адвокат Майкл Поллок. В обращении было отмечено, что проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на преступления китайских властей в уйгурском регионе, станет оправданием для преследований и гонений уйгуров и других тюрков. Всемирный уйгурский конгресс отметил, что в этом случае Олимпийский комитет станет соучастником Китая в нарушении прав человека, так как в ходе подготовки к проведению Олимпийских игр жители Восточного Туркестана будут задействованы в качестве дешевой рабочей силы. Если Китаю будет разрешено провести зимние игры 2022 года, он сознательно откажется от ценностей и принципов, лежащих в основе Олимпийских игр, заявил председатель Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса. Группа уйгурских активистов, проживающих в Турции, собралась у здания Генерального консульства Китая в Стамбуле для того, чтобы передать руководству Китая петиции о своих семьях. Однако активистам не удалось попасть в здание консульства и передать китайским дипломатам свое обращение. На такой шаг активистов подтолкнули слова посла Китая Дэна Ли, который заявил, что посольство Китая в Анкаре и консульство в Стамбуле готовы сделать все возможное для граждан Китая, находящихся в Турции. Сотрудники охраны и сил безопасности помешали активистам попасть в здание консульства. Выступая от имени группы, один из активистов сделал следующее заявление: «Я обращаюсь ко всему исламскому миру и особенно к своим турецким братьям. Сегодня мы собрались у консульства Китая в Стамбуле для того, чтобы передать свои жалобы. К сожалению, наши просьбы остались без ответа. Вы являетесь свидетелями лживой политики Пекина». Нью-Дели настаивает на полном и скорейшем отведении китайских войск от линии фактического контроля в Восточном Ладакхе, где произошел конфликт, в результате которого за месяц погибло 20 индийских солдат. Представитель Министерства иностранных дел Индии Анураг Сривастава оценил данный вопрос на онлайн-конференции. Заявив, что после переговоров между сторонами был достигнут определенный прогресс, Сривастава сказал, что Индия желает скорейшего завершения процесса, которого можно достичь совместными усилиями. Сривастава отметил, что Индия ожидает от Пекина искренней работы для достижения полного вывода военных, а также восстановления мира и спокойствия в приграничных районах. Четыре танкера с иранскими нефтепродуктами для Венесуэлы по требованию США изменили курс и идут в Соединенные Штаты. Вашингтон конфискует топливо. По версии американской стороны, перекрыв поток миллионов долларов, поставки топлива организует корпус стражей исламской революции, которые внесены в США в список террористических организаций. Мы видим, что все больше международных морских судов избегают соглашения с Ираном и Венесуэлой из-за санкций США. Вашингтон по-прежнему привержен идее максимального давления на режимы Ирана и Мадуро, заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. На пресс-конференции в Белом доме Трамп сообщил, что сейчас танкеры находятся в Хьюстоне.